Красота сегодня не роскошь, а почти необходимость. Уколы ботокса, филлеры, нити. Еще недавно это звучало как что-то из мира шоу-бизнеса, а теперь такие процедуры делают все чаще и все моложе. Почему уколы красоты стали трендом? Как не перейти грань и сохранить естественность? Ответы на эти вопросы будем искать в сегодняшнем выпуске программы «Новый взгляд». Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях пластический хирург Леон Дерябин. Леон, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Давайте сегодня обсудим такую очень красивую тему, красивую и в то же время весьма актуальную, широко обсуждаемую, поскольку в последние годы, наверное, большое количество представительниц прекрасного пола стали прибегать к косметологическим процедурам по всему миру, и в том числе наши казахстанские женщины, девушки тоже не остаются в стороне. Скажите, почему именно вот в последнее время уколы красоты стали таким массовым явлением? Это забота о себе, желание выглядеть хорошо, или это влияние социальных сетей? Ну, это и влияние социальных сетей, но в большей степени, как мне кажется, это поменялся формат жизни. Люди стали дольше жить, больше следить за здоровьем, и они хотят оставаться привлекательным достаточно длительный период времени. И активные в разрезе длительного жизненного своего пути. Поэтому инъекции красоты позволяют, ну, так скажем, скамуфлировать тот возраст, который есть в паспорте. Тренд по инъекционной косметологии в Казахстане начал активно развиваться где-то в 2015-2014 году. Связано это с тем, что на территории Казахстана были зарегистрированы препараты мировых лидеров в эстетической направлении, как ботулинический токсин, так и филлеры. И сейчас этот тренд усиливается, набирает обороты. Он набирает обороты не только в Казани, и, как вы правильно сказали, во всем мире. Поэтому на данный момент в Казахстане, если мы говорим, то тренд ушел в губы, губной филлинг, где-то 50% рынка, и качество кожи. То есть мы уходим от объемов на лице, мы приходим к качеству кожи. Поэтому сейчас развивается косметология, именно направлена на улучшение качества кожи. В том числе биоревитализация, увлажнение кожи? Это биоревитализация, стимуляция неоколлагеногенеза, коррекция мимических морщин при помощи ботулинического токсина, коллагеностимуляция. Мы, в принципе, идем с трендом. То есть косметология в Казахстане неотличима от косметологии, там, например, в Америке или в Корее. Она работает примерно по одному тренду, если мы говорим про серьезные клиники. Сегодня часто можно услышать, что уколы красоты – это практически то же самое, что сходить к косметологу. Насколько безопасно вот думать так? Это неправильный посыл, потому что косметология – это серьезный раздел медицины. Мы говорим о дерматовенерологии с курсом косметологии. То есть базово косметолог должен быть доктором с образованием медицинским, с резидентурой по дерматовенерологии, с курсом косметологии, а не первичный косметолог, который что-то умеет делать за счет однодневных курсов. Он должен знать кожу, он должен знать заболевания кожи, он должен знать, как лечить их, он должен понимать, как оказывать первичную медицинскую помощь, потому что мы понимаем, что есть аллергическая реакция, и она может быть вследствие медицинской услуги. Поэтому это серьезный раздел медицины, такой же, как и кардиология, нейрохирургия, потому что последствия могут быть как местного характера, так и системного характера. Кожа – это самый большой орган у человека по площади. И если мы будем что-то неправильное, некачественное туда вводить, ненужное, то у нас может отреагировать не только место ведения, но и в общем наш организм. Поэтому выбор косметолога, он настолько же важен, как выбор гинеколога, или уролога, или мамолога. Поэтому я не совсем согласен, что это такая, как ходить в парикмахерскую. Нет, это серьезная манипуляция, которая требует ответственного отношения как доктора, косметолога, так и пациента. А должны ли проводиться какие-то пробы вот на аллергию, допустим?
Потому что зачастую же в кабинет косметолога, когда приходят, сразу начинается процедура. Большинство, слава богу, препаратов это гипоаллергенные. То есть они не требуют предварительного тестирования на аллергию данного пациента. Поэтому, но мы знаем, что даже небольшое количество, оно все равно может вызвать аллергию. Поэтому здесь важен очень анамнез. Здесь что такое анамнез? Это сбор информации о том, что применял пациент до, на что он имел аллергию. То есть доктор должен оценивать его общее состояние, кожные покровы. И в момент этой оценки она достаточно быстро происходит, но только специалист может это сделать. Например, То есть какая-то консультация, да, должна да, быть проведена? полная консультация с сбором анамнеза жизни, анамнеза заболевания, условно, когда эта морщина возникла, вследствие чего она возникла, или когда возникл прыщ на лице, как он уходил или не ушел. И после этого выбор уже препаратов, которые лечат данную проблематику. Замечаете ли вы, что возраст пациентов, он снижается? Все чаще приходят девушки, допустим, в 20-25 лет, когда кожа, в принципе, находится в отличном состоянии. Если мы смотрим на то поколение, ну вот, зумеры, или какие там, условно говоря, 2000-х рожденные, то они все-таки больше за натуральность и меньше как раз применяют филлеров, наполнителей, ботулинического токсина. Они все-таки за естественную косметику. Даже если мы посмотрим, какую косметику они в своей повседневной жизни выбирают, это органическая косметика, без достаточно больших добавок, и поэтому мир косметологии, космоцевтики, парфюмерии видоизменяется под это поколение. Но время диктует свои моменты, и достаточно большая прослойка молодых людей занимается фитнесом. У них вследствие жизнедеятельности появляются мимические морщины вокруг глаз, на лбу. А информация стала у нас открыта. Если раньше информацию было тяжело получить, то сейчас переизбыток информации. Мы теряемся в огромном пространстве, океане этой информации, не знаем, что правда, что неправда, но информация доступна. И по дерматокосметологии она доступна, и мы видим, что возрастные изменения наступают уже и в 18, когда надо корректировать мимические морщины, и в 20, и в 25. Первичные возрастные изменения. И есть уже отслеженные, вот мы все любуемся фотографиями голливудских звезд. Вот она выглядела в 25, а в 55 она выглядит лучше, чем в 25. Ну или плюс-минус так же. И мы знаем, что ботулинический токсин ботекс, который есть в Казахстане, он с 91 года применяется в эстетической медицине. И мы уже можем отследить по тем же голливудским звездам, которые под камерами, насколько, ну, Николь Кидман не пример этому с ее Frozen Face, а насколько раннее применение ботулинического токсина в правильной дозировке может омолодить верхнюю треть лица, может сделать уменьшение глубины морщины и улучшить внешний облик пациента, ну или кто обратился. Поэтому фокусная все-таки группа это 30-50 лет, кто обращается за инъекционной косметологией, но за счет информации молодые пациенты приходят и уже интересуются. И мы, как доктора, должны им рекомендовать менее серьезные методики, такие, которые не вызывают чрезмерную стимуляцию, чтобы тот резерв организма, который есть у данного пациента, не истратить сразу за счет выраженной стимуляции, а начать с относительно, ну, обывательным языком скажу, слабых препаратов, которые дают улучшение качества кожи, ну, например, не наполняют объем. И потом, как пациент будет стареть, мы уже будем дополнять более серьезные методики, которые будут восполнять объем, подтягивать ткани или передавать ему уже пластическому хирургу, чтобы он делал какую-то операцию, если это потребуется. Поэтому молодые пациенты приходят, и они есть, но я смотрю, они как бы разделились. Одни супер за натурель, другие все-таки хотят, уже, понимая, что здоровье надо ковать с молоду, это как с питанием, с правильной физической нагрузкой, со сном, так и с кожей. Надо начинать работать. Чем раньше, тем лучше, если мы хотим, чтобы... Ну, с какого возраста нужно начинать? Вот какой возраст является самым оптимальным? Нету такого прям критерия возраста, вот надо вот 18, нет. Есть проблема, например, у пациента
гипермимический гипертонус мышц лба. Ну и глубокие морщины, если 18 лет. Надо применять? Надо. То есть все индивидуально? Все индивидуально. Но среднестатистически, если пациент приходит первый раз к косметологу в 20-25-27 лет, это нормально. Это нормально, тогда он будет лучше выглядеть в 35, в 40 лет. Я недавно видел где-то в социальной... Мне 30, тебе 20, я выгляжу там на 30. Тебе 30. Есть и такой тренд видел, сейчас. да. И это правда на самом деле, потому что если правильную косметологию, вот именно у докторов с высшим медицинским образованием, которые квалифицированы, и они в Казахстане есть, и их много, и в каждом регионе нашей республики, то вы именно получаете результат омоложения. Не улучшение в моменте, а омоложение, если вы этим занимаетесь, как физкультурой. Вот вы упомянули про Николь Кидман, да? Очень часто пациенты приходят в кабинет косметолога с какой-то фотографией, допустим, любимого блогера, либо артиста, и говорят, вот я хочу так же. Сделайте мне, пожалуйста, губы, допустим, там, как у Мадлен, либо углы Джоли. Вот что вы думаете по этому поводу? Насколько это правильно? Не потеряется ли и индивидуальность? Ну, я стараюсь с такими пациентами провести, я их прошу, вот, например, когда я делаю свои операции, я говорю, дайте мне образ, какой вы хотите, чтобы я понимал объемы, например, имплантов, какой верхний полюс будет, то есть, что вы хотите получить, чтобы я от чего-то оттолкнулся. Но если девушка или мужчина говорит, что я хочу быть на кого-то похожим, для меня это определенный момент, когда я задумаюсь, надо ли медицинскую помощь оказывать такому пациенту. Почему? Потому что здесь уже, скорее всего, есть какие-то психологические проблемы, и человек хочет быть похожим не индивидуально, не на себя, а на кого-то. И мы не сможем его сделать похожим, он разочаруется и в себе, и в процедуре, и будет проблема и для себя, и для доктора. Поэтому я очень осторожно с такими пациентами работаю. И все-таки говорю, что мы должны, это как, условно говоря, вы болеете пневмонией. При пневмонии мы должны назначить антибактериальную терапию, антибиотики. Также и при заболеваниях кожи в виде морщин или потери объема мы должны назначить определенный препарат. Поэтому пациент, когда приходит и говорит, хочу быть похожим, это настораживает, должно насторожить доктора. А если пациент говорит, я хочу побороться, вот я после родовой деятельности, после родов потеряла объем лица, у меня, например, цвет кожи изменился, пигмент после кормления. Вот с этим мы можем бороться и давать хороший результат. Вот тогда это правильная косметология, медицинская косметология. Но в вашей практике часто бывали такие случаи, когда вы говорили, нет, вам это не нужно? Конечно, бывали, но так как я достаточно активно в социальной сети это рассказываю, я стараюсь отсечь на этапе прихода пациентов ко мне. И если этот пациент все-таки доходит до меня, то я отказываю просто в манипуляциях, если я вижу, что он не готов. Многие женщины сейчас, после косметологических вмешательств говорят о том, что они чувствуют себя более увереннее, что им больше нравится то, как они выглядят. А влияют ли уколы красоты на психологическое состояние все-таки человека? Это, опять же, такой многофакторный вопрос. Я считаю, что возврат женщины после родов в социум – это огромная задача для дерматокосметологии и пластической хирургии. И мы не только женщин, но и мужчин улучшаем их качество жизни. Вот это слово, которое достаточно хорошо характеризует современную дерматокосметологию, пластическую хирургию. Качество жизни. Почему? Потому что после определенного периода в жизни, вследствие возрастных изменений, происходит неудовлетворение отражением в зеркале. И мы, условно говоря, даем то отражение в зеркале, которое было некоторое количество времени назад. Что социализирует больше людей? Человек, он хочет больше работать, он хочет приносить радость своей семье, себе и обществу. Он больше занимается физической культурой, он, значит, меньшую нагрузку, на самом деле это можно продлевать и продлевать, меньшую нагрузку на систему здравоохранения оказывает, потому что он следит за собой. То есть к нам приходят люди, которые хотят следить за собой. И я это крайне приветствую. То есть к нам не приходят люди, которые набрали, например, массу тела и говорят, сделайте нам липосакцию.
То есть мы отказываем таким. А приходят люди, которые говорят, ну я в спортзале вот пашу, как лошадь ломовая, ну вот животик небольшой остался. Так корректируйте, чтобы я прям нравился себе. Тогда, конечно, какие проблемы? Или пациенты приходят с рубцовой деформацией, постожоговые пациенты, которым требуются реконструктивные манипуляции лазерными технологиями. Это тоже дерматокосметология. Когда мы там, у детей гемангиомы, винные пятна, которые уродуют, так скажем, и делают асоциальным этих пациентов. Человек замыкается, не выходит из дома, ребенок такая ранимая структура. А у нас есть лазер, который убирает эти винные пятна, гемангиомы, или в какой-то степени их убирает. И даже мы видим этих девочек и мальчиков, которых мы убрали, и они на второй-третьей процедуре приходят совсем с другой осанкой. То есть это кажется, уверенность что появляется. Уверенность появляется. Ну, а это возвращаем человека в социум. Это же огромная задача. И кажется, что вот дерматокосметологи — это губы, пилинги, там, я не знаю, что там еще, какие-нибудь уходы. Нет, это намного глубже и серьезнее процедура, если мы говорим о серьезной дерматокосметологии, которая дает именно эстетические результаты и удовлетворения. Смотрите, наряду с пропагандой, да, косметологии, уколов красоты очень часто можно услышать такие случаи, когда произошла, там, допустим, асимметрия, перекачанные губы, да, отеки. Какие основные причины, да, вот таких вот неприятных последствий, так скажем? Но чаще всего это комплекс проблем. Как и любая проблема, она комплексная. Не бывает какой-то одной грани в этой проблеме. Поэтому это медицинский бизнес. Это бизнес, который достаточно дорогостоящий. И как в любую сферу зарабатывания денежных средств приходят люди, которые занимаются не совсем правильной косметологией. А что такое неправильная косметология? Это когда без медицинского образования, с однодневным курсом, со средним медицинским образованием, со средним медицинским курсом, образованием, медсестры. То есть они имеют право оказать медсестринскую, но это кожа, мы что-то вводим в кожу. У них нет знаний врачебных, они не могут это осуществлять. Второй момент – это использование несертифицированных препаратов, потому что те препараты, которые сертифицированы, они ввезены, заплачена таможенная пошлина, налоги, они дороже априори, они официальные. Но есть огромный пласт препаратов незарегистрированных, незасертифицированных на территории Казахстана, которые используются как раз у этих специалистов, в кавычках. И почему? Потому что, во-первых, серьезные фармфирмы никогда без диплома не продают эти препараты, во-вторых, серьезные препараты дороже, в-третьих, большая проблема – это условия доставки. Мы же не знаем, как этот ботулинический токсин доставился. В чемодане, где-то в коробке. И пока он достается, он видоизменяется. Это токсин целый. То есть мы вводим пациенту или ослабленный, или видоизмененный, или термически неправильно доставленный препарат и потом применяемый. Поэтому и аллергические реакции, и гранулемы – это когда после введения чего-либо образуется рубцовая ткань. Вот вы пришли в губы сделать себе. Огромное количество этих девчонок молодых, особенно с гранулематозным изменением после введения чего-то. И ты спрашиваешь, а что вы вводили? Покажите, пожалуйста, медицинскую документацию. Дайте мне хотя бы фотографию чего-то. Крайне редко они показывают фотографию. А так, зачастую ничего нету. И скажут, подружка сделала, я пошла сделала, как, ничего не понятно, все за спиной это, и вкололи. Начинаешь делать УЗИ, препарат не видишь, видишь рубцовые изменения. Это от филлеров. Нити непонятного производства, то ли они корейские, то ли они китайские, то ли они какие-то подпольные. Они визуализируются под кожей, опять же оставляют выраженные рубцы. И очень видно это при активной мимике. Вот мы смотрим, человек улыбается, и у него все ткани смещаются равнонаправленно. А у пациентов, у которых выражены рубцовые изменения после этих введений, ткани как-то пластами сменяются, и улыбка становится неестественная. Без улыбки мы видим более-менее пациента, с улыбкой это что-то с чем-то. То есть вывод какой? Не нужно гнаться за низкими ценами, да? Даже нужно в первую очередь проверять сертификат специалиста. Второй момент – это, покажите мне коробочку.
Ничего ж плохого в этом нету, вы заплатили деньги. На коробочке что должно? Стикер на казахском языке, стикер на русском языке или упаковка на казахском языке, упаковка на русском языке. Это вы увидите эту надпись, и это хоть как-то вас обезопасит от того, что вам непонятно что. Ну и условия проведения манипуляций. Если рядом проводятся где-то парикмахерские процедуры, маникюр, вы знаете, маникюр – это пыль, парикмахер – это мелкодисперсная пыль. Ну, то есть твое здоровье в твоих руках, ты должен сам за этим потому что следить. государство не может проверить такую армию врачей постоянно. А вы должны сами, потому что вы же в вену себе что попало не ведете. Так вы должны понять, что лицо – это огромный сосуд пронизанный. И в любом случае, если вы вводите что-то в кожу, диффузионно этот препарат попадает в кровоток, в печень, везде. Он обладает системным действием. Если это проверенный препарат, зарегистрирован, никаких проблем не будет. А если это непонятно что, непонятно как привезено, непонятно у кого приобретено, вы получите проблемы. Следите за своим здоровьем самостоятельно. Все, Леон, спасибо вам большое за честный и такой профессиональный разговор. Удачи вам в вашей работе и профессиональных успехов. Спасибо. Красота – это, безусловно, важно, но не надо забывать, никакие уколы не заменят внутреннего состояния, уверенности и любви к себе. Будьте красивыми прежде всего для себя. До встречи в эфире программы «Новый взгляд».